Первая лекция у нас будет как можем оценить свои soft skills. И, соответственно, уже после того, как мы оценили, мы можем спланировать свой план развития. Эксперты на примерах докажут студентам, как личные качества человека в некоторых ситуациях могут значительнее повлиять на карьеру, а также помогут понять, какие именно навыки стоит в себе развивать. Если мы говорим про soft skills, это про осознанность, как уже было сказано. А осознанность – это про умение делать выбор. То же самое, как в жизни, мы всегда делаем свой выбор, как мы расстраиваем свою карьеру, свою личную жизнь. «Умный маршрут» – проект для просвещения молодежи, в рамках которого лучшие эксперты компаний лидеров рынка в различных сферах делятся своими знаниями, опытом и вдохновляющими историями успеха с молодежью. Для молодежи, для активной молодежи развивать их soft skills, то есть гибкие, такие мягкие навыки, которые пригодятся им в любой профессии. Это тайм-менеджмент, коммуникация, управление своим временем, состоянием, публичные выступления, работа с аудиторией и так далее. Вот такие гибкие навыки. Российское общество знания прорабатывало этот маршрут сразу на несколько регионов, и вот ТВА стала как раз такой первой ласточкой, которая активно откликнулась. То есть мы все равно смотрели, какие регионы активнее включаются, и здесь вот тувинская молодежь активнее захотела этим заниматься, местное правительство, и поэтому вот такой форум случился. Спикеры на лекциях и мастер-классах делятся секретными фишками, которые помогут как стать лидером команды, правильно расставлять приоритеты по задачам и эффективно управлять своим временем для того, чтобы добиться карьерных высот. И раз уж мы сегодня посмотрим один из инструментов, как собирать команду, как управлять командой, то давайте для начала разберемся в понятиях. А что же, собственно, есть вообще такое? Форум проводится обществом знания совместно Тувинским государственным университетом, Агентством по делам молодежи и Агентством по науке Республики Тыва. Сегодня молодым людям необходимы новые навыки и развитие мягких навыков, либо по-другому гибких навыков, то есть и работа в команде. Я думаю о том, что сегодняшний форум будет очень актуально и полезно для нашей молодежи. Приглашенные спикеры – это спикеры-предприниматели, это тренера по ораторскому искусству, по постановке речи. Спикеры довольно молодые, но и довольно профессионалы в своем деле. Все выступления поделены на два направления – саморазвитие и развитие в команде. Студенты сами выбирают, что им интереснее. На одной из первых лекций, которая пройдет в интерактивном формате, раскрывается тема оценки собственных надпрофессиональных навыков. Другая будет посвящена ключевым качествам настоящего лидера. Скорее всего, я останусь в треке, где про саморазвитие. То есть, конечно, интересно было бы тоже узнать про работу в команде, но в этот раз, я думаю, про саморазвитие послушаю. И больше, конечно, меня интересует раздел, где про самопрезентацию, ораторское искусство. Я пришел сюда, чтобы узнать о командной работе, потому что у меня есть своя команда в киберспорте. В IT-сфере в 21 век востребовали все. И сегодня с командой общества знаний встретился глава республики Владислав Хавалык. Он подчеркнул важность этого проекта в работе с молодежью. Республика Тыва – один из самых молодых по структуре населения субъектов России. Владислав Хавалык сказал, что правительство региона уделяет большое внимание молодежной политике и стремится повышать качество образования. В свою очередь, представители общества знания сообщили, что в дальнейшем с Тувой планируются новые проекты, которые пройдут уже осенью этого года. Инна Клаян, Чайханданга, Казаматачур, телеканал Тува-24.